На студии «Татар-мультфильм» создан анимационный полнометражный фильм «Альмандар» из Альдермыша. У нас в студии главный режиссер студии и этого мультфильма Сергей Киатров. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Ну, про мультики всегда люблю говорить. Вот проект поддержан Раисом Республики, насколько мы знаем, да, Рустамом Миннихановым. И почему выбор пал вот именно на эту классику? Ну, во-первых, тоже хочу поблагодарить руководство, да, вот комиссию по языкам под руководством Марата Готовича Ахметова. А почему мы выбрали именно это произведение? В самом начале, когда объединение «Татар-мультфильм» только создалось в 2010 году, нас Туфан Минуллин очень поддерживал. И экранизировать что-нибудь из его произведений мы как бы думали давно. Но вот после 2012 года решили замахнуться именно на самое главное произведение его, это «Альмандар» из Альдермыша, потому что это такое произведение, которое, оно, во-первых, очень кинематографично, и оно содержит в себе основные такие вещи, как там семейные ценности, любовь к жизни, вот это какую-то народную мудрость. То есть вот это все в этом произведении. И мы сделали все как в спектакле, как в пьесе, но не так, как в спектакле и в пьесе. То есть вот такая интрига у нас. Да, неоднозначно. Да, расскажите, пожалуйста, как долго проходила вот творческая работа над созданием и как он создавался? Ну, когда меня спрашивают, говорят, коротко расскажите, как делаются мультфильмы, я всегда говорю, сидя. Вот. Потому что мультфильмы... Это такой титанический труд, это такая кропотливая работа. Работали мы... Он ведь рисованный, да, вот мы сейчас видим? Он рисованный, технологии да? там, ну, у нее есть свое понятие, называется он... Технология называется компьютерная 2D-перекладка, если грамотно говорить. Ну, сейчас но куда от этого деться уже? В принципе, он рисованный, разумеется, он рисованный. Нет, не кукольный, я имею в виду. Да, он не кукольный, он не в 3D-формате, он рисованный, но вот сделан с новыми немножко технологиями. Мы работали над ним 1,5 года примерно. Первый раз мы замахивались аж в 2015 году на это произведение. Но, мне кажется, все сложилось так, как надо. Именно сейчас мы готовы были это сделать, и мы вот это сделали. Именно вот работа над самим мультфильмом, то есть над анимационной частью, где-то год длилась. Вот, ну, плюс подготовка была, разработка персонажей. Это вот все рисовать? Это, ну, это как в кино. Это как в кино, то есть нет, персонажи, то есть нарисовали, пришли на кастинг. Мы это выбирали более симпатичного, более харизматичного. Ну, как всегда. Конечно. Какая команда работала вообще? Сколько человек? Ну, в районе 50 человек, наверное, так вот, если посчитать. Но все в титрах есть, может быть, больше. Я могу ошибаться, если так точное количество говорить, но... Ну, да, мы же знаем, что еще большую роль, конечно, еще и не только внешность, да, играет, но еще действительно, каким голосом разговаривают герои. Это да. Да, вот чьими голосами они говорят. Потому что в памяти всех зрителей они как Равиль Шарафиев, мастодонты Камаловского театра все-таки. Да, мы гордимся тем, что главную роль, а у нас агент 1550, ну, Ажаль, озвучивает непосредственно Равиль Шарафеев, который 35 лет проиграл в спектакле эту роль, и здесь он подарил свой голос этому же персонажу. То есть это наша основная, как бы, такая козырная карта, что ли, потому что ну, было приятно работать с мастером и смотреть за его работой, он действительно уникальный человек. И Эмиль Талипов, актер, да, он озвучивает Альмандара. И он, когда озвучивает, он прям превращается в этого старичка тоже. Он актер, то есть он стоит перед микрофоном, он актер. Ильнур Закиров, да, он озвучивает все роли, кроме женских и главных. То есть все роли, это просто какой-то удивительный, ну, актер. Потому что, если надо, он там дядька такой, если надо, он мальчишка маленький. Ну, перевоплощается, конечно. У нас есть тоже роль, там есть русский мужичок в этом произведении из «Стегней». Его озвучивает тоже замечательный актер, мой любимый, это я. Я позволил себе... Мультфильм на татарском языке, будет ли русский дубляж на русском языке? Это будет продюсерское решение. Мы очень надеемся, что русский дубляж будет, и он нужен, потому что мы считаем, что популяризировать татарскую культуру вот, ну, в мир, в Россию, ну, надо будет через русский язык, конечно же. И мы хотим оставить все вот эти татарские всякие хазары, всякие вот эти, ну, такие... Ну, заинтриговали, да? Лучше все-таки один раз увидеть, я считаю. И когда в массовый прокат выйдет? Мы очень надеемся, что в массовый прокат это будет осенью, но у нас вот будет премьера, она будет в мае, в Казани. Следите за новостями, за нашими соцсетями, и
узнаете где, когда и во сколько. Спасибо огромное, да, большое действительно спасибо. очень интересно. Будем с нетерпением ждать. Ну а пока мы